Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. В среднем на 6% больше в этом месяце якутяне впервые оплачивают за коммуналку по новым возросшим тарифам. Что делать, если вы нашли нарушение или не согласны с завышенными начислениями? Ждали ребенка, получили сразу троих. Из перинатального центра Якутска торжественно выписалась первая тройня. Как прошли роды и как поддержали уже многодетную семью. Нельзя, чтобы в классах было по 40 детей. Айсен Николаев проверил работу по созданию новых мест в школах столицы. Как решается этот вопрос? Вечная загрузка. Жители столицы жалуются на плохо работающее табло прогнозов прибытия маршрутных автобусов. В чем проблема и будет ли система функционировать нормально? У речников разгар сезона. Стропольщик Ленского речпорта рассказал о своей работе, насколько профессия трудна и интересна. Преодолеть себя, преодолеть гору. Сегодня отмечают Международный день альпинизма. Экстремалы из Нерюнгри рассказали о восхождении на Эльбрус. Вышло постановление о выделении Якутии помощи из федерального бюджета в связи с наводнением. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил Айсен Николаев. По словам руководителя региона, когда поступят деньги, задача максимально быстро довести эту помощь до людей, до каждого человека, реально пострадавшего от стихийного бедствия. Ну а всего для ликвидации последствий весеннего паводка в Якутии будет выделено более полумиллиарда рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий. Напомню, в ходе разрушительного весеннего паводка в Якутии было затоплено порядка 1500 жилых домов. Это в 58 населенных пунктах. Пострадали более 5000 якутян. Ну а на восстановление автомобильных дорог после паводка из бюджета республики направят 133 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности председателя правительства Владимир Солодов. Деньги будут направлены в Верхнеколымский, Среднеколымский, Усть-Алданский районы, также в Усть-Майский, Устьянский, Чурапчинский районы и город Якутск. Пожар со стороны вахтового поселка Накын локализован, задымления нет. В управлении МЧС по Якутии прокомментировали ситуацию с пожарами в Нюрбинском районе. Огонь сейчас находится в 6 километрах от населенного пункта. Последние 2 дня наблюдалось задымление участка. Сейчас угрозы для жителей нет. Общая площадь леса, пострадавшего от огня, 90 гектаров. Фотографии, появившиеся в соцсетях в эти дни, соответствуют действительности, однако слухи о масштабах угрозы населенному пункту сильно преувеличены. Сейчас на месте работают 5 специалистов парашютно-десантной службы. Запустили встречный пал для локализации возгорания. Критических превышений концентрации вредных веществ по результатам замеров выявлено не было. Постоянно курсируют 2 вертолета Ми-8 авиакомпании «Алроса». Производится смена вахты. По их информации, всех желающих, кто изъявил желание взять больничный, либо временно покинуть вахтовый поселок, они перевезли. В данный момент эта работа также проводится. Кроме этого, в готовности у Главного управления при осложнении обстановки имеется аэромобильная группировка в составе 20 человек. То есть мы готовы в любую минуту среагировать на защиту данного вахтового поселка. Партии рыбных консервов, из-за которых произошло массовое отравление в Усть-Алданском районе, установлены и сняты с продажи. Роспотребнадзор ограничил реализацию 108 банок этой продукции. Кроме того, специалисты управления отобрали 17 образцов на исследование
и направили их в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии республики. К расследованию также подключились прокуратура и Следственный комитет. По предварительным данным, в ходе санэпидрасследования установлено, что данные рыбные консервы приобретались в поселке Нижний Бестях в разных оптово-розничных магазинах. По накладным документам установлено, что поставщиком являлась компания Амурская, Благовещенск, Амурторг, и поступила в продажу 50 где-то ящиков данных рыбных консервов от 16 мая производства. И на сегодняшний день мы пока на вчерашний день изъяли из оборота более 100 банок этой продукции. Сегодня в Якутском городском суде рассмотрели нашумевшее дело Алексея Конторских. Он на своей машине сбил в столице 5 прохожих. Один из них, маленький мальчик, погиб на месте. Отсидев 2,5 года, Конторских подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в этом удовлетворении, несмотря на положительные характеристики заключенного. От комментариев Конторских и его адвоката отказались. Итого, учитывая решение суда, ему предстоит отбывать наказание еще больше года. Суд постановил ходатайство осужденного Конторских Алексея Андреевича об условно-досрочном освобождении оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня провозглашения. Верховный суд Республики Саха-Якутия осужденный тот же срок со дня получения копии постановления на руки. Председательствующий судья Каврика. Все, судебное заседание закрыто. Сотовые компании под давлением Федеральной антимонопольной службы согласились отказаться от роуминга внутри сети. ФАС обвинил компании в нарушениях закона о защите конкуренции, установив и поддерживая разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Так, Билайн планирует сделать все входящие звонки за пределами домашнего региона для абонентов бесплатными с 20 августа. Мегафон проведет изменения в 2 этапа для части абонентов с 1 сентября, для всех остальных с середины сентября. Ну а в МТС заявили, что оператор в ближайшее время также отменяет плату, но конкретную дату пока не уточнили. В этом месяце якутяне впервые оплачивают за коммунальные услуги по новым тарифам. Как известно, цены поднялись с 1 июля этого года. В среднем тарифы возросли примерно на 6%. Как правильно проверить расчеты за услуги потребления и что делать, если вы обнаружили нарушение или не согласны с завышенными начислениями в квитанциях? Разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Вот в июле увидели все платежный документ, счет, квитанцию, за июнь. Там четко старые тарифы прописаны. За июль, вот сейчас в августе распечатывает управляющая компания, должна предоставить человеку счет, квитанцию, там у нас уже новые тарифы. Но вопрос волнует людей таким образом. Вот за июнь мне не посчитала ли машина по новым тарифам? Нет. Как это можно рассчитать, нам объяснили в управлении Госстройжилнадзора Республики. Норматив потребления умножаем на квадратный метр жилой площади, и на действующий тариф в итоге должна выйти сумма расчета, которая указана в квитанции. Ну, смотрите, это для дома, многоквартирный дом, больше 5 этажей. Если, например, за отопление за 1 гигакалорию было 1846 рублей 42 копейки, вот здесь, вот видите, написано, то с 1 июля, значит, повышение составило 70 с чем-то рублей и стало 1920 рублей 14 копеек. 0,0293 это мы взяли из нормативов. Да, из норматива потребления, точно, да. Умножается на 62,4 квадратных метра. Да, жилой площади, и умножается на наш тариф. То есть он у нас 1920 рублей 14 копеек. Итого получается 3510 рублей 63 копейки вышло. В городе Якутске, у кого управляющие компании подключены в системе расчетно-биллингового центра города Якутска, все эти начисления указаны на расчетных листах. Четко все прописано в программном продукте.
по дням считается. Например, если у вас были показания в июне, а потом вы принесли их 2 августа, то машина разбивает на количество дней. Вот прошло 40 дней, давайте, да? Попал июнь, попал июль. Машина четко посчитает по количеству дней с последних ваших показаний то, что было по старому тарифу, и остальное пересчитает по новому тарифу. Никаких проблем с этим нет. Напомним, цены выросли практически по всем коммунальным услугам: за электроэнергию, отопление, газа и водоснабжение, а также на водоотведение. На сегодня, по словам специалистов Управления Стройжилнадзора Республики, жалоб в отношении управляющих компаний по неправильному начислению за коммунальные платежи пока не поступали. Но жалобы, разумеется, поступают к нам постоянно и в больших количествах, но что касается применения старых и новых тарифов к предыдущим периодам, то есть имеется в виду, которые были до 1 июля 2018 года, таких пока что не было. Ну а если вы заметили какие-то нарушения или вам отказывают давать разъяснения по вашим начислениям в вашей управляющей компании, то надо обращаться уже в вышестоящие надзорные органы. Необходимо будет обратиться с письменным обращением к нам в Управление Госжилнадзора, либо в прокуратуру по месту жительства. Напомним, в Якутии для населения ежегодно утверждаются льготные тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение. Они существенно ниже экономически обоснованных, то есть реальных тарифов. Так, в среднем коммунальные тарифы окупаются населением только на 1/3. Остальные 70% датируются поставщиками услуг из госбюджета Якутии. В 2017 году сумма межтарифной разницы экономически обоснованных тарифов и льготных тарифов составила 21 миллиард рублей. В текущем году она составляет 23 миллиарда рублей. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. Жильцы долгостроя в центре Якутска отметили долгожданное новоселье. Речь о доме на перекрестке улиц Дзержинского-Богатырева. Напомню, строительство объекта было начато еще в 2013 году. Застройщик Ормикс неоднократно переносил сроки ввода дома. В этой связи объект был взят под особый контроль Минстроя Якутии. Дом рассчитан на 147 квартир. На протяжении 5 лет 142 дольщика долго не могли получить свои квартиры. И, наконец, сегодня жильцам вручили ключи в торжественной обстановке. Я очень счастлива, потому что решились огромные проблемы, потому что все несли огромные затраты, нервы. Квартирный вопрос, мне кажется, это самый больной вопрос вообще в России. И поэтому мы очень рады, что у нас эти проблемы уже решены, все остается позади. У нас дом очень прекрасный, в центре города. Вообще, я рада. Айсен Николаев проверил работу по созданию новых мест в школах столицы. Как известно, к 2025 году в стране должна исчезнуть вторая смена. Это значит, что к тому времени нужно будет практически вдвое больше учебных мест или школ, чем сейчас. Работу ведут разными методами. Это и госчастное партнерство, выкуп зданий, строительство новых, перепланировка действующих зданий и так далее. Репортаж Ланы Ильиной. Авторская школа Алексеевой – это учебное заведение, где учатся школьники по программе для одаренных детей. Здание по Кирова, 15 несколько лет находится в аварийном состоянии. В этом году, наконец, лицеисты пойдут в свою школу. К 1 сентября ремонт планируют закончить. А ЕКГТА на 203-м микрорайоне строится по программе «Государственное частное партнерство». Планируется к вводу уже в декабре этого года. Строится он для школы АИКГТА. Это филиал Якутской городской национальной гимназии. Сегодня они уже существуют, работают в здании Дворца детского творчества. По программе государственного частного партнерства строится 12 объектов, 4 школы, 5 садиков и 3 учреждения культуры. Министерство образования рассматривает несколько способов решения задачи. Это еще и выкуп зданий для создания новых учебных мест. 2 помещения в этом году планируется, да? Ну и, соответственно, вот мы еще и в нашем республиканском учреждении, Якутском педагогическом колледже, в этом году открываем еще 6 дополнительных классов, да, начальной школы. Поэтому я думаю, что вот та проблема, которая есть в городе Якутске, мы все о ней знаем, она общими усилиями будет решена.
Ликвидация второй смены начнется с начальных классов, далее среднее звено. На 203-м микрорайоне выкупается для 33-й школы один этаж, и малыши будут учиться в одну смену уже с этого года. Школа номер 25 учится в здании Сахагепрозема. Новостройка на Якова Потапова рассчитана на 350 мест. Когда новое здание ведут в работу, у школы будет 2 адреса, то есть больше учебных мест. По мнению руководителя региона, эту проблему нужно решать срочно. Города Якутска, на мой взгляд, проблема номер 1 сегодня – это, конечно же, переполненность школ. И эту проблему нам надо обязательно решить в ближайшие годы. Недопустимо, когда у нас во многих школах в классах сидит там 40 с лишним детей. Это по никаким нормам допущено быть не может. В 5-й школе, предназначенной на 350 мест, в данное время учатся более 1000 детей. Для них планируется выкупить помещение по улице Толстого. 1 сентября этого года будут закончены и введены в эксплуатацию 2 объекта. Это авторская школа Алексеевой по улице Кирова, 15, где сейчас ведется реконструкция. И второй этаж нового здания на 203-м микрорайоне. Туда переедут начальные классы 33-й школы. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Якутск. Жители столицы жалуются на плохо работающее табло прогнозов прибытия общественного транспорта Якутска. Власти города рассматривают вопрос о замене оператора сотовой связи в этой технологии. В чем проблема и будет ли система работать нормально? Репортаж Александра Зубехина. Воспользуемся смартфоном, на котором есть мобильный интернет. Запустим известное мобильное приложение. Несколько мгновений. И прогноз получен. На табло по-прежнему загрузка. Что это? Неисправность или нормальная работа прибора? Такую картину можно увидеть на всех табло города. Происходит это в самое неудобное время, час пик, когда горожанам особенно дорога каждая минута. Постоянно не загружается. Когда нужно, нет, не работает. Я обычно бываю после обеда, там работает, но утром нет. Зачастую бывает такое, что они перезагружаются часами. Стоишь, ждешь информацию, а там написано «перезагрузка». В приборах есть программное обеспечение. Его информационная база требует периодического обновления. Связь обеспечивает один из операторов сотовой связи. Его сим-карта стоит внутри. Поскольку данные передаются через мобильный интернет, это занимает некоторое время. Подаются сигналы, какие транспортные средства вышли на линию, и формируется полная база ежедневно. И она обновляется. Проблема загрузка, она есть. Сейчас она решается. То есть планируется уже делать обновление с вечера после окончания рабочего дня, чтобы днем не было вот этих сбоев. Но по словам горожан, загрузка не единственный недостаток системы. Табло в городе есть для галочки. Информацию показывает неправдивую. Что он придет через 10 минут, он приходит вот уже сразу же. Мне кажется, табло не работает. Да? Не показывает точное время. Как утверждают специалисты, неточные прогнозы – это следствие сбоя связи сотового оператора. Свою лепту в неточность вносит и работа геолокации. Включите на телефоне геолокацию и посмотрите, где вы находитесь на карте, а где по факту стоите. То есть задержки большие. В настоящее время рассматривается вопрос о смене оператора. Наверное, обратили внимание, что некоторые светодиодные табло демонтированы. Они демонтированы для того, чтобы осуществить техническое обслуживание, ремонт. В следующем году на теплых остановках города поставят более совершенные и унифицированные светодиодные приборы. Их интерфейс позволит каждому построить свой маршрут. Александр Зубехин, Артем Алексеев, Якутск. Сейчас короткая пауза, реклама меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. У речников разгар сезона. Стропольщик Ленского речпорта рассказал о своей работе, насколько профессия трудна и интересна. Преодолеть себя, преодолеть гору. Сегодня отмечают Международный день альпинизма. Экстремалы из Нерюнгри рассказали о восхождении на Эльбрус. Ждали ребенка, получили сразу 3. Из перинатального центра Якутска торжественно выписалась первая тройня. Как прошли роды и как поддержали уже теперь многодетную семью. Это Якутия-24 в прямом эфире. Выпуск «Итоги дня» мы продолжаем.
Премьер-министр Владимир Солодов встретился с научным сообществом Якутии. В Рио председателя правительства напомнил, что Айсеном Николаевым поставлена задача осуществить ускоренное развитие экономики с акцентом на креативные отрасли, для чего научные исследования будут иметь первостепенное значение. Связь экономики и науки станет приоритетным направлением в дальнейшем взаимодействии правительства республики и научного сообщества, сказал глава Кабинета министров Владимир Солодов. Сегодня второй день Дальневосточного форума «Синергия Севера», который проходит в Нижнем Бестяхе на базе транспортного техникума в Мегино-Кангаласском районе. По программе форума прошли семинары, тренинги, мастер-классы по 3 направлениям «Я инженер», «Ты предприниматель» и «Мы добровольцы». Для участников лекции провели федеральные эксперты в области информационных коммуникаций, волонтерства и бизнеса. Удивление – это то, что здесь люди с предпринимательским опытом, с каким-никаким, потому что я ожидала, может быть, только интересуются, а у некоторых уже есть бизнес. Это очень приятно. Ну и, конечно, приятный момент, что ребята активны, им интересно, задают вопросы. Вопросы задали совсем не те, про которые я думала, вообще не те. И такое удивление, приятно, бодрит. Флот компании «Лорб» находится в рейсах на арктическом побережье. Предстоит доставить около 300 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, необходимых для населения северных районов. В основном это топливно-энергетические ресурсы для нужд ГУП ЖКХ. У речников разгар сезона, активная работа кипит в Ленском речпорту. Важен и нужен каждый сотрудник. К примеру, стропольщик Алексей Кайгородов уверен в том, что без точного глазомера, предельной аккуратности и отменного здоровья в его профессии карьеру не построить, рассказывает Светлана Балеева из Ленска. Опытный специалист Алексей Кайгородов работает в Ленском речном порту уже 5-ю навигацию. Квалификацию стропольщика получил на курсах, которые были организованы учебным комбинатом компании «Алроса». Долгое время строполил на причале, где шла выгрузка опасных грузов. Сегодня работает на основном. Подъем, зацеп груза, перетаривание. Груз идет разный. В основном это мешки, контейнера. Бывает и техника. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного и особенного в профессии Алексея нет. Закрепил крюки строп в петлях груза, и подъемный кран переместит его в прицеп автомобиля. Стропольщику остается лишь отцепить грузозахватное приспособление. Дальше по новой зацепил, отцепил. Но на самом деле не все так просто. Трудится Алексей весь день под открытым небом. Работать приходится в любую погоду. И в жару, и в холод, ранним утром, и поздней ночью. Но молодой человек признается, что любит свою профессию в любую погоду и время суток. Трудится в паре с крановщиком. Пока идет разгрузка, они находятся в постоянном контакте. Причем без команды стропольщика ничего не происходит. Все по команде. Знаешь и чувствуешь людей, уже привыкаешь настолько, что ты даже по малейшему жесту понимаешь человека. И в бригаде мы втроем, двое строполей и крановщик. Мы все друг друга знаем, чувствуем характеры. Заводя разговор о продолжении карьеры стропольщика, Алексей отвечает: поработаем еще. Меня устраивает моя работа. Тем более есть возможность перейти выше, отучившись на мастера и дальше, и дальше. То есть вы сейчас еще и учитесь? Я сейчас закончил, хочу перейти, пока места нету. Да и руководители речпорта понимают, что разбрасываться ценными кадрами, которые безукоризненно выполняют свою работу, просто непозволительно. В зимний период многим сотрудникам предоставляется альтернативное место работы. Для других проводятся курсы повышения квалификации. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня отмечают Международный день альпинизма. Этим видом экстрима увлекаются многие якутяне, в том числе в Нерюнгри. Недавно они покорили высочайшую точку Европы – западную вершину горы Эльбрус. Сюжет Екатерины Павловой. Нерюнгринское отделение Русского географического общества зимой прошлого года открыло новый вид деятельности на базе технического института филиала СВФУ. И у нерюнгринских любителей туризма и экстрима появилась новая возможность реализации увлекательных проектов. Так, сразу после создания клуба «Восход» руководитель Игорь Ледов начал подготовку участников клуба к восхождению на Эльбрус. Это лыжный поход на Самокийский цирк.
где мы попали в экстремальную очень ситуацию. И мне это было на руку, потому что я хотел проверить, как они будут действовать, как они будут выживать в такой ситуации. Подготовка была вроде как бы нормальная, но меня это не до конца удовлетворило, и мне пришлось с ними заниматься с весны до самого отъезда. Мы ходили по горнолыжке, движения вверх-вниз отрабатывались. Помимо увлечения экстремальным туризмом, сноубордом и лыжами, парни со школьных лет занимаются также спелеологией и имеют навыки работы со снаряжением и веревкой, знакомы с правилами безопасности. При спонсорской поддержке института, местных властей и предпринимателей команда отправилась в путь. Мы заехали в базовый лагерь, разбили там лагерь, взяли часть вещей, потому что вещей у нас в общей сложности выходит 30 килограмм на одного человека. Мы берем половину, примерно 15 килограмм на человека, и забрасываем с 2550 на 3800. Это уже штурмовой лагерь считается. Оставляем там вещи, спускаемся ночевать на 2500. Да. Ночуем на 2500, на следующий день просыпаемся, собираем лагерь и остальные 15 килограмм забрасываем на 3800. На 3800 ставим лагерь, ночуем там, и вот с 3800 уже, это штурмовой лагерь, последний перед вершиной. Со штурмового лагеря мы начинаем делать акклиматизационные выходы. Игорь Ледов построил тактику восхождения таким образом, чтобы сильно не нагружать парней, но и в то же время постоянно тренировать их. В моменты горной болезни руководитель старался быстрее поставить на ноги свою команду. Давил на самолюбие парней, чтобы поднять боевой дух. Парни начинали бороться, сопротивляться и быстрее проходили адаптацию к все большей и большей высоте. Первые разы штурма не удались. Из-за погоды ветер достигал, точно не помню сколько, но там с ног сдувало. На 9-й день восхождения нерюнгринцы пошли на штурм вершины. 12 часов непрерывного восхождения, ветер, снег и мороз. И яркий момент победы. Цель достигнута, вершина взята. Было тяжело, конечно, но останавливаешься, передыхаешь, идешь дальше. Все хорошо, любуешься видами, очень красиво все было. Удовлетворение получаешь от того, что ты это сделал, цель достиг. Восхождение на Эльбрус патриотичная команда нерюнгринцев посвятила памятной дате 75-летию одного из самых крупных сражений в истории человечества – Курской битве. Дальше новые цели. Команда планирует в память снятия Ленинградской блокады попасть в Южную Америку и подняться на самый высокий вулкан Ахос-дель-Саладо. Екатерина Павлова, Аял Амосов, Нерюнгри. Работник Нерюнгринской ГРЭС Роман Щетников завоевал бронзовую медаль Сибирского международного марафона, который прошел в Омске. Участие в забеге приняли 5500 спортсменов и любителей бега из 36 регионов России и 24 стран мира. В июне этого года Роман Щетников стал чемпионом Якутии по легкой атлетике на дистанции 800 метров. На полигоне Алабино Московской области финишем команды Армении завершился второй полуфинал одного из самых эффектных конкурсов армейских международных игр – танкового биатлона. Соперниками сборной России были команды из Армении, Монголии и Венесуэлы. На данный момент идет подсчет результатов. Напомним, после предыдущих заездов россияне уверенно в лидерах, заняв весь пьедестал по итогам индивидуальной гонки. Накануне триумфатором первого полуфинального заезда стала команда из Китая, не оставившая шансов ни в скорости, ни в точности Азербайджану, Ирану и Киргизии. Из перинатального центра Якутска торжественно выписалась первая тройня. У семьи Юрия и Туяры Жилаевых родились одна девочка и два мальчика. Малыши появились на свет еще в конце мая, раньше срока, и 2,5 месяца новорожденные находились под пристальным наблюдением врачей. Сейчас состояние малышей в полном порядке. Знаковое и радостное событие в репортаже Анастасии Кобызевой. Адриана, Ариан и Арсен. Тройное счастье пришло в семью Жилаевых. Туяра вспоминает первые УЗИ и до сих пор не верит, что стала мамой уже 5 детей. Я впервые узнала о беременности по УЗИ в 11 недель. Там сказали сразу, что у меня 3 там. И я, конечно, не поверила. Но по телевизору вот смотрю же, лежу, и они двигаются втроем.
Вот поэтому сразу, ну, как сказать, уже волновалась, в шоке была, уже поверила. Малыши появились на свет раньше срока. Роды прошли сложно, вес каждого был чуть больше килограмма. На протяжении 2,5 месяцев крохи набирали вес и росли под наблюдением врачей. Сегодня мы их выписываем уже с хорошим весом. 2 детей весят по 3 300, и маленький из них весит 2 килограмма 600. Двойняшки были в родне у главы семейства. О том, что в семье появится тройня, никогда и не думали. Трудностей отец не боится. Говорит, подняли 2, поднимем и 5. Все равно было волнение, ну, за жену, за здоровье, потому что тройная беременность – это все равно же опасно. Это получается так. Ну, благодаря медперсоналу медцентра, вот они тоже вот в период беременности выхаживали, им тоже вот огромное спасибо. Глава семейства трудится в Саха-Энерго. Компания поддержала коллегу и его жену в трудную минуту. Теперь, когда беда миновала, там шутят, что в семье вырастут еще 2 энергетика. Все сотрудники откликнулись на эту беду, приехали и сдали кровь, потому что как бы при родах она потеряла очень много крови, то есть и сотрудники все откликнулись и всем коллективом собрались как бы и организовали такую помощь. Уже скоро малыши получат свой первый транспорт – 3-местную коляску. Администрация Оленёкского района вручила семье 1 миллион на улучшение жилищных условий. Но главное сокровище у родителей уже на руках. Анастасия Кобызева, Илья Сыромятников, Якутск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе. До свидания.